Когда сел в эту машину, я себя, знаешь, этим почувствовал водителем в фильме «Такси», который там на перекрестке останавливается и говорит, что у вас там, что, говорит, это Мерседесы, что ли, машинами стали называться? Что это у вас за машины? Это Мерседесы? О-ля-ля, они тоже считаются машинами? Вот реально на ней, когда едешь, вот такое же ощущение. Еле вышел. Ну что, всем привет. Сегодня у нас лето практически. И вот такая машина, которая как нельзя лучше подходит для того, чтобы получать удовольствие от вождения. Я думаю, эта зима была тяжелой и долгой. И, конечно, на переднеприводном автомобиле, я думаю, Серега натерпелся немножко этой зимой, да? Шикарно было. Шикарно? Да. То есть они его со светофора не обгоняли? Не. Нет, ну ладно, поверим. Заднеприводные BMW. Поверим Сереге на слово. Вот. Вот. И у нас сегодня Golf GTI 7. Это у нас 2014 год. Сегодня Серега будет помогать вести, потому что он уже довольно долго ездит на этой машине. Он Сентября. Сентября, но это долго. Для GTI это долго. Если такая машина отъездила полгода, это уже долго. Вот. В принципе, отъездила, то есть не улетела в столб никуда. Вот. Плюс Серега очень давний поклонник автомобилей марки Volkswagen. Ну и вообще концерна Volkswagen, он тоже об этом расскажет. Ну вот как-то так, поехали. У нас, в общем, GTI Golf 7. Как правильно? GTI 7? МК-7 GTI. МК-7. Golf МК-7 GTI. 2014 год. Это, получается, до рестайлинг. Эта тачка куплена в России. Ну, новый изначально. Рестайлинг был в 2015 году. После 2015 года их не привозили в Россию же. Если это вам попадется что-нибудь такое после 2015 года, это ввезенное. Здесь 2 литра 220 сил. Этот мотор Gen 3, EA3 восьмерки. Да, с 2 фазовращателями уже, там алюминиевый блок, все дела. В различных модификациях он ставился на Audi, на Шкоды, на Volkswagen. Golf R еще, кстати, есть. Туда этот же мотор ставится, только надутый слегка. Да. В принципе, этот мотор вы тоже там можете там... Ну, по сути, тот же двигатель. Здесь тоже кованая поршневая, как у R-ки. Просто здесь турбина AS20. А на R-ке там AS38. Да. То есть с этого мотора легко можно сделать то же самое. Здесь у нас DSG 6-ступенчатая, с так называемыми мокрыми сцеплениями, а именно DQ 250. Сколько пробег уже? А машине 157, 158. Машина ездит до сих пор на родном сцеплении. Это вот все, кто говорят, что DSG не очень надежно. Вообще у Сереги, по-моему, какая-то третья машина с DSG уже? Да. Ну вот, как бы человек не мазохист вроде. Первая мокрая. Первая мокрая, да? Это были сухие, и решил Серега, что лучше на мокрую. Увлажнить, так скажем. Оно как-то получается интереснее. Ну, с чего начнем? Как бы машина, с одной стороны, Golf и Golf, с другой стороны, GTI, как бы не совсем стандартный автомобиль, мощный такой, шустрый. Серег, скажи, ты как вообще пришел к этому? Вот что тебе надо вот именно такую машину? Я всегда GTI хотел. Так. У меня одна из первых машин был Golf 2 GTI, там 118 сил. У тебя еще второй Golf был? Да. То есть у тебя вообще, я-то думал, я тебя знаю, когда у тебя четвертый был. Второй был, четвертый был, Golf Плюс был, Супер. Да. И, короче, и у тебя был, получается, второй Golf GTI. Да. Сколько у него было лошадей? 112. 112. Вот у первого GTI было 110. Вот по тем временам это считался лютый автомобиль просто лютый. Здесь 220. Это как бы еще по нынешним временам это уже, так, неплохо, но есть и 300 лошадей и так далее. Что еще ты рассматривал? То есть там какой-нибудь мини-купер, Меган РС, там что-нибудь такое? Нет, Меган РС не рассматривал из-за ручной коробки. Так. Не хотел ручку. А изначально, да, смотрел мини, S-ку и Джон Купер. Угу. Потом BMW единичку смотрел, 130-й, 135-й. Да, это интересно, да, аппарат. Что еще смотрел? Seat Leon Cupra. Но их практически нет в России. Их единицы. Ну да. 6-й GTI, по сути. 6-й мы с тобой вместе пытались посмотреть. Говорит, приезжай, говорит, там продиагностируй, возьми сканер. Там подтеки, вот такие капельки прям на стойках, там открываем капот, там как будто кто-то вот так канистру масло. Но здесь есть оправдание. То есть, кто мог подумать, что Перекуп будет продавать GTI? Ну да, Перекуп купил 6-й GTI. Ой, дурак! Если смотрит нас, привет, ты отчаянный парень, такую машину покупать. Так, значит, механика ты не рассматривал. Нет. То есть
Лада Веста Спорт отпала по этой же причине. Нет, тачка крутая. Ты что, с ума сошел? Да, там 2 выхлопных сзади, все дела, но не Ну, смотрел. не дорос еще немножко. Ну, согласен, как бы, да. Так, и что получается? Купер отпал еще раз. Почему? Он не то чтобы отпал, просто я нашел эту, и все отпали мысли. Просто А седьмой так- я не рассматривал вообще из-за стоимости. То есть на тот момент, когда я смотрел, минимальная цена на них была 1 миллион 250, но я думаю, там ведра были. А Мгм. так средняя цена 1 400 000. Естественно, я такой не смотрел, у меня бюджет там был определенный, 1800 планировал. И только шестые смотрел. Да. Ну и потом ты уже, когда шестые, там все одно. Когда я разочаровался, понял, что, не варик найти живой GTI, я подумал, что приостановлю все это дело, накоплю деньжат, там и седьмой все-таки буду смотреть. Да. И Прошло тут- 2 недели, Серега Да. накопил деньжат быстренько. Деньги есть. И вот приобрел такой аппарат. А Octavia RS? Я не то чтобы не смотрел, она слишком большая была, я такой не хотел. Ну так. После Суперба... Ну да, после Суперба Octavia как-то уже воспринимается Плюс машина. у Октавии нет ощущения гонки. Ну это, да. по сути, в движении, в потоке управляется как Ну, кар. кстати, да, имейте в виду, что вот чем выгодно отличается Гольф от той же Octavia, да, у Octavia большой багажник, но нужно понимать, это и дополнительный вес, плюс она сама такая более просторная машина, чуть более тяжелая, более в управлении, может быть, не такая юркая, как вот этот автомобиль. Этот автомобиль по праву считается одним из законодателей жанра по одной простой причине. У него изначально в базе уже прекрасно настроенное шасси. Если вы посмотрите впечатление теста вот обычного Golf 1.4 турбо там с механикой или с DSG, практически везде хвалебные отзывы. Я сам именно на таком Гольфе не ездил, но ездил на Джетте. Хотя нет, вру, ездил на таком Гольфе с механикой. Вот именно на таком, на 1.4, тоже только прекрасное впечатление, классная подвеска. И GTI это все примерно то же самое, только здесь пожестче сайлентблоки, там стойки амортизатора, тормоза Пружины другие. зажатые чуть-чуть. Да, пружины. Все это уже сделано так, чтобы с одной стороны на машине можно было и каждый день по городу кататься, перевозить там семью, детей. Там, кстати, детское кресло стоит. Вы, наверное, это космонавты готовите, Да, да? конечно. Космонавт сразу. Вот. И при этом при желании, если что, ну, понимаете, вот, как Серега периодически ездит. По расходу чего у тебя получается? Сейчас 7,7. Чего 77? Расход. 7,7. 7.7. А ты не лжешь? Нет, пойдем посмотрим. Не, ну подожди, 7,7 это как? Это Средний расход в данный момент за поездку 7,7. С момента пуска. ты спуска, ты по Риге проехал сюда и все. Ну да, средний расход там, допустим, за длительный период, там 8,8, что такое. Слушай, ну это что-то, мне кажется, это очень прям хорошо для 220 лошадей, причем тоже Серега периодически. Слушай, ну мне что-то кажется, ты просто по пробкам мало ездишь. Да, я бы не сказал. Ну вот, короче, имейте в виду. Я езжу из Новокосино до Строгино. Там без пробок невозможно ехать. Ну, как бы вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну, да. Да, ну, короче, вот такой вот расход на этой машине, имейте в виду, ну, как бы вот. Так, что еще давай мы расскажем про него? Что ты еще можешь сказать? Какие расходы вот за это Ну, время? допустим, нет, просто вот сравнение, когда я смотрел Мини Купер, Меган РС я не рассматривал, но как вариант можно сравнить. Цивик я не рассматривал, Type R, но тоже можно Его сравнить. хрен найдешь, мне кажется. Ну, да. вообще. Что там еще есть? Focus ST. Focus ST, ну просто по сравнению со всеми заряженными машинами, эта машина более гражданская, что ли, более Ну да. нормальная, можно сказать. У нее подвеска зажатая, но она мягкая, она более-менее нормальная. То есть, там, Она, если- скажем так, плотно сбита. Вот именно хороший Да. баланс, да. И это ж очень удобный автомобиль. Вот вообще вы, когда ВАК покупаете, это как входной билет, все. Дальше ты уже потихонечку, у тебя там прошло еще 2 недели, накопил еще деньжат, ты уже Audi себе прикупил. Там А потом из нее можно сделать Audi. из нее можешь сделать Audi. Подкопил еще денег, там уже Audi побольше купил, да. Еще денег там прошло, еще там месяц, ты уже чик там в салон Porsche зашел и так далее, и пошло. То есть и у Volkswagen, Ну, опять же, это же конструктор. как и практически любой Volkswagen, ну, Как Audi это сделал, ты интересуешься? как Ну, Audi. допустим, есть в Audi у нас RS3 с 2.5, 5-цилиндровый движок, отличный движок, отлично звучит. Покупаешь движок, ставишь его сюда, покупаешь Haldex 5, полный привод, ставишь сюда, вот тебе S3. Там Гениально. Сложна, непонятно. Платформа-то плюс-минус Ставишь одна. Первый, стоишь второй, ну, до второго даже можно не доходить, и 500 сил. И ты можешь Huracanов вот так, и все остальное. Кстати, а этих японцев, там, Subaru, Я не смотрел. Ну, их нереально, плюс они все на ручке. да, но и они там, они есть Они- какие-то с вариатором, но там что-то совсем конские деньги они стоят. И, ну, опять же, по салону, например, они даже рядом не стояли. Ну, Так. более-менее нормальная шумка, качество материалов.
Так, также вот еще что хочу сказать. Ну, на эту машину, если вы будете все-таки выбирать Golf 7, скорее всего, вы такой вряд ли будете выбирать. Но если будете, то ну, тут вы сами уже, если вы будете выбирать именно GTI, скорее всего, вы сами все про них будете знать. Если будете именно 7-й Golf смотреть, практически 90% случаев, что у вас будет 1.4 турбо. Скорее всего, это будет DSG, там уже стоит DSG с сухими сцеплениями, тоже неплохая уже доработанная коробка, чуть поменьше там ресурс сцепления, чуть менее она, так скажем, восприимчива к большим нагрузкам. Моторы там Я-211 серия, хорошие моторы, периодически там раз в 60-70 тысяч нужно менять ремень ГРМ. Ну, кто-то жалуется, ну, по крайней мере, на ранних сериях жаловались, что подъедает масса. Ну, кстати, как и на этих двигателях тоже. Вот. Здесь тоже на ранних сериях выпуска были проблемы с цепью ГРМ. Сейчас эта проблема уже так в меньшей степени. Плюс она довольно легко диагностируется. Там тоже есть отверстие, где натяжитель можно посмотреть. Да. Вот это. Да, плюс можно подключиться сканером и посмотреть отклонение вот этих фаз газораспределения, там, грубо говоря, если у вас там 2-3 градуса показывают, то это нормально. Если там уже там, 5, там, 6, то уже как бы повод о том, чтобы задуматься. Но единственное, что если вы электронной диагностикой это делаете, это не факт, что связано именно с цепью, потому что могут износиться там и сами звездочки, например. Вот. А вот именно 100%, то есть можно посмотреть вот именно через это окошечко специально. Ну, я думаю, там в интернете Там найдете. сложно смотреть, конечно, но Там надо можно. снимать колесо в Да. идеале, да? Вот. И там, грубо говоря, натяжитель, он имеет, по-моему, 6 делений. Грубо говоря, если там у вас 2-3 деления он вылез, да, то это нормально. Если там уже 4-5, ну, уже как бы повод к тому, чтобы готовиться к замене цепи. Сколько, кстати, стоит? А замена цепи? Ну да. Я не помню всю сумму. То есть, ну, в общем, когда я машину эту покупал, здесь не работала турбина Вообще. вообще. А почему? Там клапан Вестгейта. Вот, закис. кстати, да, вот я что-то думал, про что я забыл сказать. Вообще, в принципе, вот моторы, вот, которые 1.4, особенно турбо, они не любят долго, я так понимаю, езды в одном режиме. Короче, эти машины периодически нужно давать. Вот, чтобы как раз этот вот и клапан Вестгейт, актуатор турбины, чтобы он разрабатывался и постоянно ходил. Это вот одно из первых, что нужно проверять. Вот, по крайней мере, мы, если говорим про 1.4 турбо, обязательно прям там ручкой просунули. Там прям можно вручную по туда-сюда ходить. Давай, что там? Да, Серег, что там ты говоришь у тебя с турбиной? Что ты там делал? Где фонарь? Сейчас То фонарь. мы не поймем, что я там делал, потому что это не видно ничего. Сейчас. Ну, турбинка вот. Менялся там клапан Вестгейта. Вестгейт, да. Да. Это который стравливает воздух лишний. Ну, короче, ты его поменял, все нормально стало. Да. Сколько денег отдал? Итого вышло 85 тысяч. Это замена Вестгейта, полностью ремонт турбины, ее ребилд, ее снимали, чистили, всё, понял, с ремонтом мыли, именно, да. Вестгейт новый ставили, не ремонтировали. Потом замена полное ТО, промывка топливной, промывка системы охлаждения, ну, соответственно, замена масел. Потом полная проверка тормозной системы, проверка подвески полностью, сзади меняли сами блоки все. Погоди, вот это за все это 85 Да. отдал? Не, ну тогда это нормально, как бы 85. Я-то думал, он только за то, что там его Не, Вестгейт нет. ему туда-сюда сделали, он 85. У дилера, чтобы ты понимал, я когда эту машину купил в Питере, я загнал ее дилеру, чтобы они проверили, что, то есть не наврал ли мне дилер, который мне изначально ее продал. Они ее проверили и приговорили выпускной в сборе с турбиной за 152 тысячи. Ну, вот как-то Это так. только ремонт турбины. У То есть они турбину- дилера способ один. Там чуть-чуть потеет замена, там лампочка перегорела, фару под замену. Ну, там это, конечно, утрировано, но примерно такой у них подход. Ну, я загнал его в хороший сервис, сказал, делайте все, что нужно. Да, такие машины, сразу говорю, не советую гонять каким-то официальным дилерам, которые обслуживают их как обычные автомобили. Гоняйте именно в проверенные сервисы, куда вы будете гонять свои будущие Audi, Porsche и так далее. Ну, по поводу официального дилера, забавный случай, когда я купил, изначально не планировал даже, но ради интереса загнал в мажор наш Так, любимый. и чего они там? Чтобы они посчитали, что, как, куда. Изначально я хотел цепь там поменять. У них зашкалило там, наверное, вообще эта считалка. Нет, они испугались. И да, и что-то еще сделать, в общем. В общем, по поводу цепи они сказали, мы не умеем на них цепь менять. И у нас за все время было 2 машины, еще таких там 2-3 машины заезжало к ним.
GTI. Для того, чтобы цепь поменять, им надо просто разобрать, посмотреть, как там это все находится, чтобы мне сказать ценник. За то, чтобы они мне сказали ценник, я должен им был заплатить. По идее, с таким мотором надо было в Audi ехать. Там вот такие моторы чаще встречаются. Но да, ну просто сам случай. Официальный дилер, да. менеджер авто заявляет, что вот для того, чтобы мне понять, ну как поменять, вы загоните, мы разберем здесь все, посмотрим, как менять, и скажем, а То сможем, есть не вот сможем имейте в виду, поменять, большие дилер, у деньги которого есть как минимум две территории Audi, где такие моторы встречаются довольно часто. Соответственно, подразделение Volkswagen этого дилера не может позвонить, допустим, в дилерский центр Audi и спросить, а как же меняется цепь? Вот. То есть он вопрос к тому, что стоит ли вообще туда ездить. Реально, такие машины у официальных дилеров встречаются редко. Да, кстати, еще, может быть, уже кто-то видит, тут чуть где-то там всякие болтики, там это все где-то подсорвано. Имейте в виду, когда смотрите Golf GTI, задавать вопросы по телефону, крашена ли машина, это неуважение к тому, кто продает этот автомобиль. Потому что, безусловно, скорее всего, она будет крашена, потому что, ну, хорошо, если вам повезет выхватить автомобиль там от первого владельца, от опытнейшего там пилота, гонщика, который там уже... Да, или от дедушки-пенсионера, но нужно понимать, такая машина будет стоить очень дорого. Если же вот мы берем такой случай, вот как Серега купил, у нас 980, сказал, отдал, да? Да. Если автомобиль там 2-3 владельца, сколько было у тебя? Я четвертый. Четвертый, вот, ну, Серега четвертый, то есть он покупал 3 владельца. Ну, нужно понимать, за рулем горячие парни, там, девчонки и так далее. Ну, и, естественно, тут у нас кое-что покрашено. Ну, почти все, да? Почти все. Почти все. Но наряды даже на окрас есть. Да. По акции красили. Просто была возможность, он покрасил. Но, к сожалению, вот так вот. Такая судьба у этих машин. Ну, понимаете, да? Поэтому сильно к этому не придирайтесь. Смотрите, в первую очередь, внутренности, чтобы были целые, там, те же стаканы, лонжероны. Вин-номер. Вин-номер здесь находится в таком месте, что очень опасно. В любой ДТП незначительно, и все. Попадаете вот, кстати, на экспертизу. То есть здесь вот у нас находится ВИН. Имейте в виду, если обязательно, когда смотрите, вот проверяйте, во-первых, крыло. Здесь оно, ну, видно, да, оно снималось, вот здесь на ощупь чуть чувствуется. То есть вот эту плашечку проверьте, крашено, не крашено. Вот. Кстати, сразу по номеру двигателя, давайте сюда перейдем. После ВИН-номера обязательно посмотрите номер двигателя. Опять же, машина спортивная, в каких режимах эксплуатировали, непонятно. Что там с этим мотором делали, непонятно. Вполне возможно, могли и поменять. Обязательно сверяйте, чтобы все совпадало с тем, что указано в ПТС. Находится он, как и на всех моторах этой серии, вот в этом месте соединения с коробкой передач. На тех машинах Audi, где стоит двигатель продольный, его видно лучше, но здесь вот сквозь провода его тоже можно разглядеть. Видно, Сань, там что-нибудь? Ну так, очень условно. Короче, вот здесь. Вот куда я свечу, да, вот сюда вот. Вот, даже сфокусировался на месте. Все, убирай. Вот. Ну и также ВИН-номер можно посмотреть через мозги. И очень большой плюс этих автомобилей, как мне кажется, ну и Серега тоже знает, эти машины довольно легко диагностируются прямо на месте. Вот мы, например, сегодня снимали Kia Ceed, как бы, ну, про него там особо-то и не расскажешь. Ну, машина и машина, ну, задира, там, залез, посмотрел, вот, в принципе, и все, да. Здесь все намного интереснее, здесь у нас мы можем ДСГ проверить, там, перегревалась, не перегревалась она. Во-вторых, в нескольких местах у этой машины в нескольких блоках пишется пробег, то есть можно подключиться, удобно посмотреть. Реально сделать так, что вот пробег здесь был скручен везде, это довольно сложно. Причем, ну, я, по крайней мере, вот не встречал таких машин, то есть я встречал, когда скручены пробеги, но я всегда находил это. Вот. Плюс на той же коробке, например, можно зайти в программу, посмотреть там дату выпуска этого блока управления коробки. То есть если коробка менялась, опять же, ну, вы об этом узнаете. Сцепление посмотреть, износ. Сцепление, износ сцепления, плюс режим. у мокрой ДСГ, там немножко они отличаются по диагностике с сухой ДСГ. Можно посмотреть на ходу хода вилок, например. Там они, если в районе 8 мм, то значит неплохо. Если там уже ход побольше, ну, значит, уже потихонечку приходит конец, да. То есть это тоже можно посмотреть. Сколько раз перегревалась коробка, можно глянуть. Там куча различных параметров. Для сравнения, там только по мотору, по-моему, что-то в районе 300-400 параметров примерно, столько же еще по коробке. Плюс у него еще там куча всяких систем. Но за это Вагу отдельный плюс, потому что, ну, эти машины удобно подбирать, удобно проверять. То есть это не как там пришел к Toyota Camry, там потыкал, посмотрел, по кузову все нормально. Если на панели ничего не горит, говоря, ну, можно не подключаться. Ну, конечно, не так, то есть все равно лучше подключиться, как минимум ВИН-номер там сравнить в мозгах. Это тоже важно. Вот. По технике. Серег, что еще можно сказать? Течи, еще раз течи. Течи, вот у Сереги тут какие-то есть течи. Сам движок очень теплонагружен. Кстати, да. И, соответственно, все резиночки, ну, очень сильно страдают. Соответственно, здесь масло завиная потеет.
Ну, вот здесь, да, то есть может там где-то клапанная крышка потечь. И вообще, это, знаете, это вот владельцам BMW не надо объяснять. На этой машине регулярно нужно следить за системой охлаждения. Радиаторы все, антифриз, ну, это как очень наш, потому что реально мотор нагружен, ну, 220 сил вот под таким капотом, а может быть еще больше, да. Естественно, это все даром не проходит. Сальник коленвал отек, когда я машину еще купил. Передний? Да, его меняли. Нормально, передний нормально. Ну, а в остальном нету ничего. Погоди, ну цепь Пока. ты еще не менял. Менял. А ты цепь ты тоже Когда сразу... я машину купил, пробега было 131 тысяча, я решил и цепь поменять. Погоди, Сань, вот Дуболя в прошлый раз тоже летал. Вот тут, вот в прошлый раз вот точно так же пролетел. Вот серьезно, вот мы здесь стояли, точно так же пролетел. Ладно, погоди, так это 80 вот с чем-то тысяч. 85 цепь ГРМ, Это замена ТО, это- задние блоки, ну, просто полная диагностика, турбина. Ну и Не, это, всё кстати, остальное. вот это нормально. Ну вот я-то сначала подумал, что он там совсем чуть-чуть сделал, а оказывается, Серега практически полное вообще ТО с заменой цепи, там, с ребилдом турбины. Это нормальный ценник. Это вот, кстати, к вопросу о том, от кого же я услышал недавно, Volkswagen дорогой в обслуживании. Про какую же машину шел разговор, сейчас не вспомню. Кто-то сказал, Volkswagen дорогой в обслуживании. Я не знаю, человек, может, не ездил на этой машине. Или что-то там про Toyota был какой-то разговор, вот такой вот. Ну, во-первых, сравнивать Volkswagen и Toyota немножко некорректно, потому что Volkswagen едет по-другому, лучше шумоизоляция, все вот это вот. И в плане дороговизны обслуживания, ну вот, пожалуйста, спортивный автомобиль. Если у вас будет Volkswagen Golf 1.4, который, во-первых, топливо там совсем практически не расходует, он, можно сказать, вырабатывает в обратную сторону уже там минимальный расход. Да, там будет еще дешевле. При этом там мотор как раз вот в типовой режим, он уже менее нагруженный, то есть там с этим проще. Там периодически меняйте ГРМ, все запчасти, фильтры, куча неоригинала, куча сервисов, по крайней мере, в более или менее крупных городах. Понятно, что если у вас там населенного пункта там 20 тысяч человек, ну, наверное, там не все занимаются вагами. Но если это более-менее там город, там хотя бы 1300-400, по-любому кто-то есть, кто занимается вагами, кто в них нормально разбирается. В общем, эту машину вы обслужите везде и всегда найдете на нее запчасти. Плюс заменителей огромное количество. Да, да, заменителей огромное количество, и ну, тут все разбирается, собирается очень легко. Так, про технику поговорили. Немножко, что, наверное, про салон расскажем. Давай послушаем движок. Я вот думаю, Послушаем движок? послушаем. Давай погазовать. Стойте, слушайте. Но он не даст разгазоваться и не даст. А, да, то есть у них есть такая тема. Ну и что тут? И ни разу не спортивно. Не, ну не Феррари, здесь турбомотор, то есть это не, там не какой-то атмосферник, там, который на высоких оборотах ходит. Здесь, в принципе, у самого мотора звук совершенно обычный. Выхлоп, ну тут уже дело вашего вкуса, вашего бюджета. Не, выхлоп прострелы есть в спорт-режиме, но так как двигатель не дает на холостых разгазоваться выше 3, то и прострела не будет. Так, я так думаю, по технике, ну вкратце мы что-то осветили. Давай сейчас, я думаю, закроем капот. Что скажешь? Ты говорил, да? Я в целом немножко хотел еще вот про отличительные особенности именно этой версии. Я думаю, все знают, то есть вот эти вот красные полосочки, которые еще, по-моему, с самой первой машины у Да. пошли. Вот эта надпись. Плюс вот такая тема есть, вот это специально вот тканевые вставки, вот такие вот красные. Ну, Клетка. Клетка, да, Клетка специальная. называется. Вот давай, Саня, открой дверь, покажи. Это именно особенность GTI. Серег, а на обычный гольф такой можешь заказать? Нет. Вот на обычную нельзя. На обычную будет хорошая ткань. Это Рикара сиденье. Рикара? Да. GTI клетка называется. Это хорошо. А бывает еще чуть круче сиденье на него? Кожаные. Кожаные. Но они также с просрочкой будут? Нет. Полностью. Просто черный кожаный салон. Просто черный кожаный салон. Хорошо. А руль вот такой с красной темой будет, Только на GTI. ну, всегда. Просрочка, да. Даже Ира знает, да? Молодец какая. На эрках синяя просрочка идет. Да, и Эрка еще бывает с полным приводом могут быть. Они есть. Да, с да, Эрка приводом. с полным приводом. Они отличаются. Так, ну выхлоп у тебя здесь. По выхлопу ты что-нибудь делал? Нет, все сток. Машина полный сток. Полный сток. Ну, колеса ты купил. Тоже вот эти. стоковые колеса, просто покрасил их в красные. Погоди, а Деньги. у тебя еще второй комплект Нет. есть? А ты только эти вот, Да. да? Покрасил в красный. А были какие? Обычные серебристые. Покрасил в красный. Молодец. Немножко колхоза, никогда Немножко не помешает. колхоза, ну как, ну понимаете, охота как-то выразиться. Зато у Сереги практически единственный Golf GTI в Москве с красными колесами. Ну, И стоковый. скажи, на Но собрании... какая-то гадина отклеила наклеечку GTI. Ну, ее карма за это накажет. Ты мне скажи, О, не GTI, а Volkswagen. ты на собрание таких же вот и товарищей, как и ты уже не ездил. ездил?
А планируешь Да. шашлык, там все дела, там, ну, выезды? Volkswagen погонять? Fest будет ближе к лету, я планирую съездить. Там именно Volkswagen или Да. GTI вот это? Именно вот? Volkswagen. Именно Ну, что Wagon. там люди, таксисты на Поло приедут, и что там, какой у вас? Нет, ну фест? там же есть фейс-контроль, ты можешь купить билетик, а можешь купить типа пропуск на типа машина для показов. Да, я понял. И там типа фейс-контроль тебя На пропускают, трек не ездил на пропускают. ней? Хотел, но нет. Ну, не поедешь. Жалко. Жалко. Ну, потому что нужно понимать, город городом, на треке машины живут уже отдельной жизнью своей. Тормоза у вас убиваются даже на таком подготовленном автомобиле. Ну, скорее всего, через пару кругов уже дым повалит, может быть, даже и раньше, потому что там совсем другой режим. То есть, чтобы вы понимали, это газ, торможение. Но в городе так очень сложно сделать, хотя тоже можно. Коробка здесь, наверное, какое-то время на треке еще поживет, но, опять же, в зависимости от того, в каком она у вас до этого состоянии. Ну, и действительно, все-таки машина, это компромисс между тем, чтобы ездить в городе, но делать при этом очень быстро. Это все-таки не гоночный автомобиль. Хотя, если вы захотите выехать на трек, он многим там сможет Надрать задницу. надрать задницу, да, и наказать немножко. Ну, Вот. тормозов хватает для города, для трека не хватит. Они Да, и, перегреются. кстати, вот еще имейте в виду, вот плюс этой машины на треке, здесь стоит DSG-коробка. Можно долго спорить о том, что в пробке там лучше там, в городе вариатор там, или классический автомат. Но если задача стоит на том, чтобы показать максимально быстрое время на трассе, на асфальтовой трассе, с поворотом, не на бездорожье, на асфальтовой трассе, ничего лучше DSG пока не придумали. Для примера, пожалуйста, тот же Porsche неспроста ставит во все свои машины ПДК. Не потому, что это один концерн с Volkswagen. Поверьте, если была бы еще более быстрая коробка, они бы ее туда впихнули. Поэтому вот тот, кто, допустим, думает, что DSG там что-то это как-то не очень коробка и так далее, для обычной жизни, возможно, есть альтернативы в виде хороших автоматов. Но если вы любите погонять, то вот эта коробка, она добавляет машине сразу очень-очень много прыти, лошадей. Не на лошадей даже, а вот именно ощущение в разгоне, потому что у нас жесткая связь по двигателю. Мне, кстати, вот как ты скажешь, вот на новой Октаве Volkswagen убрал с 1.4 мотора, DSG поставили автомат. Ну, пошли на поводу масс. Да, при этом машина стала больше жрать, хуже ехать. Ну и сам автомат не такой технологичный. При этом они вот наконец-то довели коробки до ума уже несколько лет и взяли, отказались. Ну, на мой взгляд, сделали зря. Но я думаю, они вернут. Думаешь, вернут? Да. Ну, я бы на их месте сделал бы альтернативу. Просто и то, Я и думаю, то. это для российского рынка Да. спланированная акция. Потому что, мне кажется, люди будут спрашивать. Повысить продажи. Потому что ценник у машины, огромен. Да. И Ну, как-то увеличить продажи, это вот запустить коробку автомат. Чтобы люди, 3 мульта, DSG не буду, камеру возьму, а здесь вот автомат. Но надо мне брать. кажется, сейчас прибегут люди, кто вот поедет, как Серега, вот несколько машин было на DSG, кто скажет, где моя Octavia 1.4 на DSG с суперэкономичным доналоговым мотором, вот, и, может быть, со временем вернуться. Нет, справедливости ради скажу, что на сухих коробках я много не ездил. Ну, То есть Golf Plus у меня был, мы там проездили 1020, Но там всё равно пробега это уже всё- было 105 тысяч, и тоже она оригинальная была коробка, и сцепление оригинальное, но когда подборщик приезжал проверять ее, то на одном сцеплении был износ 80%, а на втором 50%. но это и нормально, они при таких пробегах и подходят уже. Ну, не дергало, все. Ну, Супер там у тебя совсем небольшим пробегом Да, был. у Суперба 60 тысяч было пробега, Да. и там все было идеально. Там, да. Там вот, пожалуйста, тоже на одной машине сцепление подходило, но уже пробег за 100 был. На другой машине там пробег был 60-70 где-то, да? Там как бы намека не было на износ. Это тоже для тех, кто думает, что DSG ненадежная коробка. Нормальная коробка, главное, правильно проверяйте и все. Ну что, про технику поговорили, про машину поговорили. Водительская, да, покажем? Давай покажем водительское. Я сейчас сяду, прям покажу. Вот сразу, вот мы сегодня снимали Kia Ceed. Вот сейчас, Ваше Серег, впечатление? тебя не оскорбляет, если я с Kia Ceed вот посравниваю твою Нормально. машину? Есть. К тому же у Ceed тоже есть GT. Да, Вот. Это буквально одноклассно. Да нет, я на самом деле нормальный Kia Ceed отношусь, абсолютно тоже хорошая в своем сегменте машина. Да, Просто как другие. тебе там тесно? Как? Во-первых, Как вот смотрите, сейчас понятно, что здесь классные сиденья, вот эти стоят с боковой поддержкой, но сразу скажу, даже в обычном гольфе мне сиденья, в принципе, больше нравятся, чем в корейцев и японцев. Но, например, коснемся вот того, что есть во всех гольфах. Вот мне очень нравится вот эта панель, как вот это все сделано, обволакивает. Очень удобно ко всему тянуться. Вот у тебя коробка, вот даже вот мы стоим, вот так ты положил руку, вот все рядом. Все прям наглядно. Сам руль очень классный, из хороших материалов. Вот, пожалуйста, здесь пробег 150, руль выглядит
немножко получше, чем на Сид с пробегом 100. Но на Сид там... Потому что здесь, я думаю, им рулили чуть-чуть поактивнее. Ну, как бы машина такая. Вот. Что мне еще больше нравится, чем в тех же корейцах? Вот мультимедиа. Несмотря на то, что здесь машина 2014 года, но, например, на многих там Тойотах до сих пор ставится вот мультимедиа, которые хуже, чем здесь. Здесь все-таки как-то и графика более интересная, отклики. Тут у нас и Bluetooth, и камера заднего вида. Пожалуйста, вот камера на машине 2014 Там года. тач, да? Да, да, вот можно убрать парктроник, вот у вас будет такой дисплей. Вот. То есть нормально изображено. Даже газельку видно в деталях, видишь, нашу любимую. Вот. Да, это наш талисман. Да. И в целом посадка очень удобная, до всего можно дотянуться, все видно. Но это, собственно, конек Volkswagen практически всех. Да не только Volkswagen, и Шкоды, и Audi, и Porsche, там, ну, всего-всего-всего. Очень удобная машина. Поэтому, если вы цените именно удобство за рулем, а не какую-то вот эту мишуру из красивых лампочек и кнопочек, Гольф ваша машина. Да и, в принципе, еще раз повторюсь, практически любой ВАГ. Так, Сань, что еще ты Как хочешь? тебе боковая поддержка? Потому что здесь все-таки Изумительно. сиденья-то отличаются от обычных, да? Ну, а как боковая? Ну, как мы Боковая сейчас... поддерживает. Как мы эти сейчас проверим? Давай сейчас это пойдем это раздавать. Боком. Хасанить будем сейчас по городу, да, поедем. Вот по Новой Риге, по маршалу Жукова поедем. Вот. Не, сегодня мы гонять не будем, но сразу видно, нормально. Даже для меня нормально, для стройного молодого человека. В меру упитанный мужчина, но в полном расцвете сил. Так, скажем а так. Ты хотел сказать про лакокрасочную, да? Не, я передумал. Очередной? Не, ну болячка у Volkswagen, это не знаю, как так, зачем они так делали. Есть подкрылки, которые уходят туда. Сначала он снаружи, а потом туда. И, ну, в общем, делает так, что краска отходит. И вот что получается. Это уже не на одном автомобиле. Да, ну, Это у них болезнь, но справедливости ради державщина не намек. но ты подмажь на всякий случай. Ну, делай, конечно. Да, там чем? Ну ты что, подмажь, пленочкой закроешь? Ну, как Ну, положено, само собой. всё. Я просто планировал весной Менять полностью машину? красить. Да, полностью Но покрасить? мне сзади въехали, там надо бампер. Слушай, а реально, он из у тебя почти весь покрашен, тебе же реально можно его полностью покрасить. Ну да. И все, у тебя будет и в цвет, то есть попадут по-любому уже, то есть не будет Ну да. такого, что разноцветная тачка будет. Здесь еще цвет такой. Белый. Ну, белый, Это белый. он такой, с блесточками. И перламутр. Да. Это белый перламутр серый. Black Pearl. А, какой Black? White Pearl? Что ты меня не поправляешь? Но я просто, ты главный ведущий. Только английский. Может, у тебя своя фишка просто. Может быть, да. Вот. Теперь по поводу диагностики автомобиля. Ее можно продиагностировать, в принципе, и обычным мультимарочным сканером, типа лаунча, аутеля, там все эти параметры также выводятся, надо просто знать, как смотреть. Я использую программу, специально адаптированную под эти автомобили, в простонародье Вася Диагност. Тоже очень удобная, мне она очень нравится. Вот, например, пожалуйста, по цепи. Здесь отклонение минус 2,6 градуса. То есть можно предположить, что натяжитель у нас вылез на 2 зубчика, ну 2 с небольшим. В абсолютно нормальном состоянии. Ну, Серега говорил, что полгода назад он цепь менял. Также можно посмотреть пробег автомобиля в блоке двигателя в нескольких местах. Здесь, видимо, он километров на 5 различается. Это нормальная ситуация. Давай теперь посмотрим, зайдем сейчас в коробку. Да? Это вот, ребят, чтобы вы понимали, вот я вам сейчас просто покажу. Вот здесь вот столько вот параметров, чего тут только нет. Да? Чего тут только нет. Это просто, ну вот вы сами видите, это огромное количество. Так, давай-ка мы сейчас заново. Вот. Также можно, вот, кстати, как еще идентифицировать машину. Посмотреть, например, заходим в двигатель. Дата изготовления 19.04, то есть именно блок. Здесь у нас дополнительно прописан ВИН. Буквенное обозначение двигателя CHHB, это вот как раз модификация этого мотора, который на 220 сил. Вот. Давайте сейчас обратно вернемся. Вот, допустим, что еще можно посмотреть. Здесь вот очень удобно сделано, да. Ну, вот, допустим, давление наддува задано и фактическое. Его, конечно, лучше проверять на ходу. То есть мы видим, что фактическое сейчас у нас даже чуть выше, чем задано. То есть турбина дует нормально. Если мы погазуем, вот, допустим, 3000. Вот видишь, он сразу выставляется, то есть тоже абсолютно нормально. Серег, сколько ты говорил, оно у тебя, в принципе, 0,8 дует? 0,8 давление у тебя должно быть? А я не говорю, сколько давления. Да, не говорю, да? Какое Ну, у давление. тебя заданное 0,8 фактически, ну, то есть нормально, у тебя все нормально работает. Вот, то есть турбина нормально как бы качает. Это вот, ну, это лучше, единственное, что делать на ходу. То есть на ходу, под нагрузочкой, ну, это тоже можно сделать. Далее, погнали в коробку. Пожалуйста, коробка, дата изготовления 22.04. Параметры. Опять же, ВИН автомобиля здесь также прописывается. Серег, да, 2014 года коробка.
Тебя не обманули. Ну, либо как-то это аккуратно скрыть, но вроде все сходится. Либо перепрошили. Да. Давай посмотрим, чего здесь. Опять же, здесь мы дополнительно можем посмотреть пробег. 156. Совпадает. То есть, плюс он чуть-чуть отличается, но это ерунда. Так, здесь температура. Сейчас. Так, это нет. Вот. Достигнута максимальная температура. 121 градус. Это вот была максимальная температура. Также вот про что я говорил, что, допустим, по диагностике сразу можно понять, в каком режиме, например, ездила коробка. То есть там подразделяется на 6 температурных режимов, то есть начинают первый режим, это самый низкий температурный режим, когда коробка у вас не прогрета, ну или не до конца прогрета. Здесь у нас как раз вот наибольшее количество часов машина проездила в этом режиме, 2600. Следующий режим, когда уже коробка в нормальном рабочем состоянии, здесь, ну, здесь уже, я сейчас не помню точно по градусам, сколько здесь, я не знаю, здесь указывается, нет, но это можно посмотреть в мануале отдельно, то есть у меня там записано, вот, сколько примерно градусов здесь каждый из режимов означает. Мы видим, что тоже довольно прилично. Следующий режим чуть повыше, который, то есть 89,3 часа. Буквально 10 минут, но это, видимо, кто-то отжигал. Наверное, так немножечко, так чуть-чуть подзагнали коробку. Но это даже еще не предельный режим. Мы видим предельный режим вообще ни разу. И вот даже, который еще 5-й режим, даже туда коробка ни разу не загонялась. Поэтому вот секрет того, что у Сереги коробка 158 тысяч километров ни разу не меняли сцепление, вот как раз кроется в том числе и в этом. И вот в этом вообще очень большой плюс коробки с мокрым сцеплением. Потому что если бы вот в том режиме, в котором Серега ездит на этой машине, он ездил бы на коробке с сухим сцеплением, то, например, вот эта цифра, вот это, и, скорее всего, вот это бы, вот здесь то точно были бы какие-то цифры, а вот здесь и здесь явно температура была бы намного выше. Но там, в принципе, температурный режим, он другой, он выше. Вот. Это вот один из примеров того, что помимо пробега можно посмотреть в коробке DSG. Смотрим также, что еще, какие еще интересные моменты. Вот по поводу безопасности. У Сереги машина стуковая. Давайте посмотрим. Вот мне очень нравится у ВАГов такая функция. Во-первых, также можно посмотреть дату выпуска. Ну, все совпадает. Опять же, ВИН номер автомобиля, который прописан здесь, в этом блоке. Ну и посмотрим, вот что мне нравится здесь. Ну, допустим, можно посмотреть число срабатывания подушек, число фронтальных ударов. Вот смотрим, дуги защиты. Нет данных. Фронтальные. То есть удары, скорее всего, были, но не дошло до срабатывания. Боковых по нулям. По нулям. Число переворотов. Серег, у тебя не было переворотов. Слава богу. Ну, вот тоже. Понятно, что здесь тоже могут подчистить информацию, но, тем не менее, я всегда это смотрю, когда смотрю Volkswagen, Audi и так далее. Вот эти все автомобили марки ВАГ, да, то есть ВАГ-группа. Обязательно это тоже всегда проверяю. То есть это вот, это лишь малая часть того, что здесь можно посмотреть. Все очень удобно. Еще раз повторюсь, вот огромное спасибо концерну Volkswagen за то, что вы сделали машины такими довольно удобными для диагностики. Реально удобными, которые... Причем тут не надо обладать какие-то 7 пядей во лбу. Раньше, да, когда, например, тут надо было каждую группу знать отдельно, там, вот на более старых машинах как раз года до 12, до 13, там было, может быть, чуть сложнее. Надо прям знать каждую группу, забивать куда. Хотя тоже это, в принципе, вся информация есть и в интернете, но ее найти несложно. Ну и что, немножко нам Серега все-таки доверил немножко прокатиться. Ну, мы здесь по району, по нашему, по Строгину чуть-чуть дадим жару. Посмотрим вообще, вот правда ли то, что на этой машине можно спокойно ездить и в обычном режиме. То есть гонять мы сейчас сильно не будем. Вот именно посмотрим, как эта машина ведет себя вот именно в стандартном режиме. То есть сейчас мы едем в режиме драйв, не спорт, не пользуемся лепестками, просто вот едем, как будто мы никуда не торопимся. Слушай, ну, первое впечатление, да, вот уже... Уже что-то хорошо. Нет, газ как бы... Хорошо. Нет, газ, Сань, ты что начинаешь-то? Вот, газ, ну, то есть она не резкая, да, эта машина, ничего. Ну, вот мы выехали. Не, ну, чувствуется, что это, конечно, да, это не 1.4 там, и... То есть запас есть, но, да, вот мы едем в обычном режиме. Вот сейчас вот 50-60, никуда не торопимся. Спокойно можно кататься на этом автомобиле. Так, а максималку сколько ты, Серег, ты говоришь, 240 ты на нем развивал? Я не выжимал максималку, мы еще поехали. Я думал, в ограничитель. Вот да, вот сейчас едем.
А, то есть еще будем. Вот здесь вот чувствуется вот болезнь, не болезнь, а особенность всех DSG, когда плавно педалируешь в обычном режиме, она сразу стремится уйти на высшие передачи. Вот здесь это чувствуется. Ну а сейчас попробуем. Серег, спортивный, да, ты советуешь? Вот спорт. Так, погоди, спорт. И теперь как выбирать? А, точно, тут же сенсор. Все? Что нажать? Все? Ну, давай попробуем. Вот так. Это я как бы не полностью нажал. Вот видишь, она держит обороты, да. Вот это я понимаю, спортивный режим. Я, Серег, полностью не буду давить, мне и так уже все нравится. Или вот так. Кстати, она перегазовка делает. А, когда вниз, да, активно подтормаживаешься, да? О, прям, да, вот она прям так. О, видел как? Это вот я сейчас вручную. Блин, прикольно, вот это Круто. мне очень понравилось. Вот это прям, да, и я же это самое. И как бы, то есть это не требует каких-то особых навыков, ты просто жмешь газ, все, машина едет быстро, но она при этом полностью под контролем. Все очень круто, даже вот в повороте, несмотря на то, что это передний привод. Блин, мне очень нравится. Серег, прикольно. Что говоришь? И это сток, да, но мне вот именно нравится, что она очень круто сбалансирована машина, потому что проблем как бы вообще никаких не вызывает. А что это за лампочка тут горит? А, все, ладно, а то я уже думаю, все, сейчас это приехал. Мне в повороте нравится. В повороте тебе нравится? Да. Сейчас там есть такой, сейчас один такой поворотик есть, там, я вот что у Сереги... Ну я еще, что у тебя про каска и спрашивал, что как бы... Ух ты, хорошо. У меня стабилизатор путается из-за того, что возникает центробежная сила. Немножко. Ну да, тут как бы это, режим это... Так, Серег, там если какие штрафы придут, ну, дашь знать. Ну, тут вроде нет камер, но если придет, там дашь знать. Я тут пару раз превысил. Ну, все, сейчас больше не будем. Сейчас попробуем, там поворотик такой затяжной есть. Вот. Я его ни разу быстро не проезжал на машинах, но сейчас попробуем. Да, может получится. Серег, тут ездят всякие вот на этих вот. Ну, вот тоже на джете ездит товарищ. Ну, блин, я хотел тут... Ну, тут сложно, конечно, что-то оценить, но мне нравится, в таких режимах огонь. Реально тачка на каждый день, гонять на каждый день. Так, и сейчас можно раз, и в драйв мы обратно переключились. И все, теперь мы едем, это самое, экономим топливо. Все, едем в этом, в драйве. Реально круто, мне очень нравится. Мне и обычный гольф тогда понравился, 1.4. Это прям вообще прикольно. Кайф. Ну, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Круто, да. А вот надо сказать, в плане жесткости, кстати, вот до особых проблем нет. Ну, то есть, как на обычном. Надо сказать, какая-нибудь BMW трешка, например, по крайней мере, в с M-пакетом, она, мне кажется, жестче, чем эта машина, да, Серег? Трешку не знаю. Но видишь, трешка там она еще жесткая из-за ранфлетом. То есть там резина такая стоит. Я помню, вот ездил на трешке вот с M-пакетом и ранфлет, но она прям жесткая машина. Она жестче. Да, а этот вот мы сейчас едем, да, у нас зима, понятно, мягкая сама по себе резина, но вот он вообще, я понимаю, что он и на лете дискомфорта он точно не доставит. На этих управляемость гораздо лучше. Ну, это понятно, это мы знаем. Да, все правильно, городской, ой, этот, как его, горячий хэтчбэк, да, именно вот для того, чтобы ездить каждый день на работу. Ну, а когда работы нет, можно чуть-чуть и поднавалить. Здесь гонять не будем, здесь потому что постоянно кто-то гуляет, здесь так спокойно едем. Ну, мы, собственно, уже все, вот приезжаем. А что-то я к дому еду, надо было к метро же ехать, да? Ну, мы сейчас через дворик проедем там. Как тебе удобство посадки органов управления? Изумительно. Ну, я сейчас так чуть-чуть еще до конца не настроен, но я вот уже еду, меня особо ничего не напрягает. Я еще бы чуть-чуть назад отодвинуться, и все. И нормально. Мне, конечно, очень нравится сиденье, честно. Сиденье изумительное. Сиденье не просто изумительное, а высший класс. Сиденье, наверное, вот реально как Веста Спорт. Да ладно. Уровня Веста Спорт. Уровня эталон.
Шучу, я не знаю, какие сиденья. Веста Спорт не сидел в ней. Вот. Но вообще, конечно, очень удивляет, как делают машину с приставкой спорт и мощностью 140 лошадиных сил. На втором гольфе GTI было. Ну, как бы Honda Civic в 2007 году выпускалась с мотором с точно такими же характеристиками, при этом никакой приставки спорт там даже и близко не было. Вот. Да и у самого АвтоВАЗа получается обычная Веста 1.8, 122 лошадиных силы. Мотор, который уже может приехать на капитальный ремонт на 20 тысячах. Они добавляют 20 лошадей, и это называется спорт. С того же мотора, да? Да хрен его знает. Ну, на самом деле, даже не вникал, с того же, не с того же, там, понимаешь. Ну, куда ты поедешь, дядя? Сюда ты поедешь, ну, давай. Я как бы особо не вникал, с того же, не с того же, понимаешь, просто сам факт, для кого делают такие машины. 140 лошадей, это откровенно мало. Гольф 1.4 турбо, он уедет от этой Весты Спорт. И при этом будет экономичнее, надежнее, и все такое. Там. И зачем, спрашивается тогда Веста Спорт? В общем, давайте так. Вкратце мы рассказали вам про ВАГ. В целом, по автомобилям концерна ВАГ, Volkswagen, Audi, Skoda мы работаем, проверяем. То есть уже неоднократно подбирали такие автомобили, диагностируем, все смотрим. Вот. И если будете обращаться, если интересны автомобили этой марки, обращайтесь. Не надо бояться сложных каких-то технических решений в этой машине. На самом деле автомобили очень продуманные, хорошие в большинстве своем. Если говорить конкретно об этой машине, так просто совпало, что у Сереги именно GTI, вот необычный гольф, вот так вот совпало. У нас уже необычный гольф сегодня, а именно GTI. Подбором заниматься именно GTI теоретически это, наверное, возможно, если вы четко понимаете, что за машину вы берете, какие там могут быть проблемы у нее, и если вы готовы в нее дальше вкладываться, и у вас более или менее нормальный бюджет на покупку этого автомобиля, тоже можно рассмотреть. Но стоковую практически нереально найти. Стоковую практически нереально найти. Это можно сказать и про GTI, и про Megane RS, и про Subaru VRX, и вот это все добро. Вот. И в нее практически не надо вкладываться. Вот. Тем не менее, Серега сразу 85 вкинул, но, на мой взгляд, это недорого. Учитывая, что он там перебрал практически все, да, он купил ее намного ниже рынка, и все, огонь. В общем, Сереге большое спасибо, что предоставил нам этого красавца, все детально рассказал, показал. Я, кстати, когда сел в эту машину, я себя, знаешь, этим почувствовал водителем в фильме «Такси», который там на перекрестке останавливается, и говорит, что у вас там, говорит, это Мерседесы, что ли, машинами стали называться? Что это у вас за машины? Это Мерседесы? О-ля-ля, они тоже считаются машинами? Вот реально на ней, когда едешь, вот такое же ощущение возникает, потому что все, гольф и гольф, ты как газку дал, и все, и поехал. Вот, что, будем заканчивать. В общем, если есть какие-то вопросы, мысли по поводу вот этой машины, ее конкурентов и так далее, пишите в комментариях, звоните, спрашивайте, ставьте лайк, подписывайтесь, подписчики нам очень нужны, сами понимаете.